Есть еще две фонемы г. Она произносится во всех остальных случаях. Например, слово «сегирь». Вот здесь вот г. Так как имеются передние гласные, то смыкание должно происходить спереди. Вот здесь. То есть передняя щелевая буква г. Г не взрывная, потому что между гласными. Потому что нет сонорного согласного. Сегирь. Г. Произношение ее тоже слегка глухое. Х. К этой букве мы обратимся позже. Запомните ее пока просто. Сегирь. Не сегирь, а сегирь. Вот здесь. Сегирь это значит выздоравливать. Выздоравливать. Если есть передняя щелевая, то есть еще и задняя щелевая. Обозначим его вот такой вот буквой. В каких случаях она используется? Как вы уже догадались, в тех случаях, когда в слове имеются задние гласные. Например, агым. А и ы задние гласные. Поэтому по закону сингармонизма они влияют на букву г. Г. То есть смыкание должно происходить здесь. Г. Глубоко сзади. И она щелевая. Г. Агым. Течение. Щелевые буквы Г и Г употребляются также после согласных Л и Л и Р. Например, слово тельгельге, тельгельге. Выставка. Г, Г, тельгельге. Например, слово еще арга после буквы Г. Р, то есть Г, щелевая, задняя, глубоко заднеязычная буква Г. Вот это. Вот это 4 фонемы, которые обозначаются на письме одной буквой Г. Запомните вот все эти случаи. Также следует отметить, что щелевая передняя Г может использоваться в словах с задними гласными. Например, таг, гора. Тут именно передняя щелевая Г, не задняя. Не таг, а таг. Несмотря на то, что здесь задняя, таг. Вот. Это наблюдается в тех случаях, если буква Г если слово заканчивается на букву Г. Например, таг, одаг. Одаг это костер. Чадаг пешком. Г. Передняя щелевая Г. Но и также в тех случаях, если она находится внутри слова, например, паглар. Корень слова г. И если следующий слог начинается с согласной буквы. Паглар. Су. Лар. Следующий слог начинается с согласной. Сулар, паглар. Вот. То же самое и с передними буквами. Например, слово тель. Тель. Как будто. Буквально переводится.